Центр занятости города Якутска рассказал о текущем состоянии дел. Руководство учреждения озвучило актуальные цифры и данные и сообщило о том, как решается проблема с безработицей в республике. Все подробности у Дмитрия Тымырова. Новый год преподнес сюрприз для работников Центра занятости столицы. Так, с этого года почти вдвое увеличен размер пособия по безработице, что негативно отразилось на статистике. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в этом году отмечается рост уровня безработицы. С 2009 года по 2018 год у нас минимальная величина пособия по безработице и максимальная величина пособия по безработице у нас было от 850 рублей до 4900 рублей. И не менялись эти размеры. Если раньше максимальный размер пособия по безработице в городе Якутске составлял 6806 рублей, то сейчас 11200 рублей. Для граждан предпенсионного возраста цифры тоже изменились. Для этого, чтобы решить проблему с безработицей, Центр занятости напрямую работает с работодателями. Будем рассматривать вопросы новые формы работы и какие изменения в закон о занятости произошли. Также коснемся работы, как мы будем работать с такими категориями граждан, как граждане с инвалидностью, освобожденные из мест лишения свободы, осужденные без изоляции от общества. Как с ними мы будем работать, как их будем трудоустраивать во взаимодействии с работодателями. Между тем, на рынке труда есть проблемы, когда интересы работодателей не стыкуются с конституционным правом граждан на занятость и заработок. К примеру, Управление Федеральной службы исполнения наказаний отмечает, что организаций, которые принимают на работу осужденных, совсем немного, и с каждым годом их количество только сокращается. Трудоустройство осужденных у нас ведется постоянно ведутся поиски работодателей. Да. В 2017 году средний вывод осужденных за год у нас был около 24 человек. Также в 2018 году у нас вывод осужденных на работу был в количестве 24 человек. Тенденция у нас на одном уровне, но мы стараемся увеличить вывод осужденных на оплачиваемую работу. Так, в 2017 году работодателей, готовых работать с осужденными, было всего 14, а в 2018 году с надзирательным органом договора заключили только 5 организаций столицы. В основном для осужденных подбираются вакансии без требований к наличию профессиональной квалификации. В основном это разнорабочие, грузчики, кухонные рабочие, уборщики территории, уборщики помещений. Которые не требуются определенной специальности. На сегодня в Центре занятости города Якутска в целях поиска подходящей работы состоит на регистрационном учете 1789 человек. Из них безработных 1222 человека. Пособие по безработице получает 907 граждан. При этом в базе данных вакансий имеется 4245 рабочих мест, то есть вакансий больше, чем безработных. Такой дисбаланс складывается из-за того, что безработные граждане не отвечают критериям работодателей по специальности, опыту и квалификации. Напомним, наибольший спрос на рынке труда в рабочих профессиях, но найти подходящую работу всегда можно. Скоро, 6 марта, пройдет ярмарка вакансий для жителей столицы. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск.